Добрый день, уважаемые зрители! Мы начинаем новый сезон проекта «Практикума». Это видеоинтервью с экспертами в области рекламы, маркетинга и пиара. И примечательно, что этот сезон мы начинаем с нашими международными экспертами. Добро пожаловать, Руслан и Руслан. Вот я прям сижу между, уже могу загадывать желание. Добро пожаловать в Кыргызстан, в нашу студию. Скажите, что уже успели посмотреть впервые в Кыргызстане или нет? Сейчас мы уже второй раз в Киргизстане, пока не успел, работаю очень много, но на выходных обещали поехать на Исsyk-Kul, так хочу Исsyk-Kul, а первый раз так ехал в горы, посмотрел немного горы, очень понравилось. Здорово. Вы к нам приехали? Откуда? Я приехал с Литвы, тут не так уж и далеко, 4,5 тысяч километров только, там лететь где-то 14 часов. Супер. Но вы же наш сосед рядышком. Я с Казахстана. С Алматы лететь вам относительно недолго, всего лишь 50 минут. В Бишкеке первый раз. К сожалению, пока еще нигде не успел побывать. На Исsyk-Kulе был давно-давно. Город красивый, понравился. Сегодня походил по городу, рассказали мне про его историю. В принципе, посмотрел архитектуру, красиво, необычно, с нотками такого советского модернизма. Так что все классно. Спасибо, очень приятно. На самом деле вы прилетели в Кыргызстан не просто так, а на специальное мероприятие Digital Fest, да, который собрал вокруг себя маркетологов, пиарщиков, рекламщиков, всех тех, которые интересуются развитием рынка. Вы рассказали свои кейсы. Я вот знаю, что вы сегодня выступали и были такие интересные презентации. Вот буквально, Руслан, у вас, я вот прям программатик, что-то про программатик, что-то вот про какие-то данные, да? Можете рассказать подробнее, о чем это была презентация и что вы рассказывали? Да, моя презентация была про платформу маркетинга, где маркетологи, агентства и бренды могут запускать рекламу. Вот выбираете аудиторию, выбираете креатив. И мы ее распространяем на 1000 сайтов в Киргизстане, на приложениях, на сайтах, ну, везде, где люди заходят и смотрят интернетом кино, новости читают и так дальше. Так я вот рассказывал про это, как мы работаем, как мы продвигаемся, а тут почему нас используют. Мы как аналог Гугла, Яндекса, ну, такие очень большие ребята, как говорится, а мы независимые, из Литвы, это наша платформа, приходим, и тут рынок, как говорится, двигаем вперед с программатик решениями, какие-то решения для киргизстанской аудитории делаем, которые они нас просят. То есть вы уже, в принципе, зашли на рынок Кыргызстана? Да. Есть какие-то совместные проекты? Да, совершенно правильно. У нас уже мы начали где-то в Киргизстане 2 года назад работать. Мы сначала начали работать с Казахстана, если про Центральную Азию говорить. Даже не думали про Киргизстан, честно говоря. И нам партнеры наши попросили, а можно компанию запустить на Киргизстан? А мы подумали, почему бы нет, давайте попробуем, что там есть в Киргизстане интересного. И так вот органично начали расти. И вот сейчас границы закрыты для меня в Казахстан из-за ковида, с Евросоюза. Так я вот посмотрел, куда тут можно приехать. Вот 2 месяца назад первый раз в Киргизстан приехал. Понравилось, и меня партнеры вот пригласили как раз на Digital Fest. И вот сейчас уже приехал, уже, как говорится, с конкретной целью на Digital Fest, с партнерами встретиться, пообщаться. Классно. Что, получается, можно делать с помощью нашей платформы? С нашей платформы можно увеличить ваше знание о вашем продукте, чтобы, например, какую-то газированную новую воду хотите продавать, или там мороженое новое. Так с нашей платформы вы можете о своем продукте, как говорится, распространить эту новость, чтобы люди, когда идут в магазин, они уже знали про вашу продукцию и могли бы, как говорится, купить вашу продукцию, найти ее, искать, чтобы ваши продажи росли, узнаваемость бренда и вовлечение, как говорится, вашего бренда. То есть они должны будут скачивать что-то, какое-то приложение, или как это вообще работает? Нет, не нужно ничего скачивать, это работает похоже как Google, где мы настраиваем рекламу. Вот вы, например, заходите на локальный сайт lalafo.kg и там видите баннера, видео с вашей, как говорится, продукцией, да, которую мы рекламируем. Так это вот везде ваша продукция будет видна и на сайтах, и на приложениях. Ничего скачивать не нужно. Это все автоматизировано. Вы только выбираете креативы, продукт, какой хотите продвигать. И как Яндекс, как Google, это все уже автоматизированно работает так. Окей. Руслан, вы со мной поделились и рассказывали о том, что вы спали буквально 39 часов, да? Совсем скоро это уже будет 40 часов.
и у вас была такая... Спали, не спали. Не спали, да, вернее, не Да. спали. Будет такая интересная была презентация, маниакальная. 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 Нет, на Я самом даже, деле, да. да. Тема моей сегодняшней презентации была омниканальная оптимизация рекламных кампаний в интернете. То есть я рассказывал сегодня действующим маркетологам и текущим владельцам малого среднего бизнеса, как правильно нужно отслеживать свою рекламу в интернете так, чтобы она приносила вам реальную прибыль и реально окупала, а не просто судить по заявкам, по кликам, как оказалось, многие делают, потому что... Ну, то есть вот эта аналитика уже в прошлом, да, когда мы смотрим просто на лиды. Аналитика по кликам, по показам, по заявкам, она давно уже в прошлом, конечно, поскольку каждый владелец бизнеса вкладывает определенный свой рекламный бюджет, и он должен окупаться и приносить какую-то рентабельность. Окупаемость рекламы должна быть всегда. Как оказалось, после выступления ко мне подходили многие владельцы бизнеса, в том числе и маркетологи простые, и говорили, что, блин, да, круто, на самом деле мы вот судим просто по заявкам, потратили, грубо говоря, 100 тысяч сомов, получили 50 тысяч заявок, а сколько было продаж, мы не знаем, и мы не понимаем, мы не видим четко картины. И я сегодня рассказывал о том, как владельцам и вообще тем, кто занимается рекламой, видеть вот эту четкую картину и понимать, что я потратил столько-то тысяч сомов и получил вот такую-то прибыль. Я в плюсе вот на столько-то денег. Ну вот тем зрителям, которые, к сожалению, не посетили сегодня Digital Fest, можно вкратце рассказать, как это, да? Вот вы вывели какую-то формулу или какой-то новый подход? Можете рассказать подробнее? Да, к сожалению, вкратце, думаю, не получится. Минут на 30, наверное, уйдет краткий вариант. Но что вкратце мой посыл заключается в следующем, что уважаемые владельцы бизнеса, таргетологи, маркетологи, прекратите уже отслеживать, не нужно отслеживать эффективность рекламы просто по кликам и по заявкам. Необходимо отслеживать именно рекламу по продажам, и чтобы вы видели, сколько денег приносит непосредственно каждый рекламный канал, рекламный источник, и там, где идет просадка у вас, вы бы его увеличивали, ну и, соответственно, закрывали бы бреши в рекламной коммуникации. То есть мы прям должны вот эту замерить эффективность, да, и насколько вот это влияние там, заявок влияет на продажи, действительно ли доходят, да, вот есть ли вот эта конкретная конверсия. Все верно. Спасибо, здорово. Но вот профессия маркетологов, там, пиарщиков, рекламщиков, все, кто работает вот в сфере медиа, да, это такая, на самом деле, энергозатратная. Вот мы обсуждали, что вы, допустим, не спали 39 часов, да, я тоже периодически не сплю, наверняка вы тоже, да. Я сегодня спал 3 часа. Да? Сегодня повезло. Окей, а где вот вы берете вдохновение, какую-то энергию, как восполняете? У меня есть хобби. Так я после работы, после компьютера люблю латинские танцы. Так это там и движение, и общение, социальная жизнь. Так очень помогает расслабляться. И когда тоже в командировке, у меня очень много везде друзей, и в Казахстане, и в Киргизстане. Теперь в Кыргызстане. Да, могу написать моим друзьям уже не с работы, а с танцев, где тут вечеринки танцев, где тут вы танцуете сегодня латино. И, как говорится, так мне, как говорится, помогает расслабляться очень. Здорово. У нас, кстати, проходит постоянно латиноамериканские вечеринки. Да, я знаю. Да? Я уже был. Уже были, уже посетили. Руслан, что касается вас? Я как бы особо сильно не устаю, потому что мне нравится то, чем я занимаюсь, и это не приносит мне какой-то такой особой нагрузки, либо эмоционального выгорания. Расслабляюсь я после работы тем, что хожу в зал и люблю походы в горы. Вот вы сказали о том, что вы любите то, чем занимаетесь. А можете рассказать, как вы пришли в эту профессию? Честно говоря, я пришел в эту профессию совершенно случайно. Просто был определенный, скажем, момент в жизни, когда мне было интересно, что будет популярно в 2017-2018 году. Читал много разных статей, как раз таки там были такие профессии, как маркетолог, верстальщик, бэкэнд, фронтенд программисты. И я, в принципе, изучал каждую из них поверхностно и остановился на маркетинге, поскольку это, мне, в принципе, понравилось и завлекло. Здорово. А можете рассказать вот свой любимый кейс
Вот как раз-таки один из самых последних и успешных, понравившихся кейсов, которые мне понравились, сегодня рассказывал на Digital Fest. Это был второй кейс непосредственно в Сбербанке, как мы увеличили объем выданных кредитов юридическим лицам, то есть это ИПшники, ТОшники через нестандартный подход. То есть, что вы сделали? Если вкратце, Да. то мы отошли от стандартных настроек таргетинга, собирали аудитории прошлые, которые имелись у нас, исторические аудитории, их совершенствовали, усовершенствовали. Далее парсили оставшиеся другие аудитории со сторонних сайтов, со сторонних приложений, и уже на них давали рекламу. То есть включили такой детальный, да, таргет? Да, то есть ведь основная, скажем, сложность и проблема рекламы в B2B сегменте — это первое, то, что непосредственно лиц, принимающих решения, юриков, ИПшников, ТОшников, их очень мало по сравнению с обычными физическими лицами, и найти их бывает зачастую очень трудно. И второе, то, что эта аудитория очень часто и быстро выгорает, и поэтому стандартные настройки таргетинга рекламных кампаний тут никак не подойдут. То есть все время нужно анализировать, смотреть, перенастраивать, да? То есть была задача, да, увеличить объем выданных кредитов на 35%, с которой мы успешно справились. Здорово. Руслан, поделитесь своим любимым кейсом или, может быть, наоборот, факапом, о которых не принято говорить. Да, так кейсов у нас очень много, потому что мы запускаем там, не знаю, может, 200-500 компаний в неделю, да, так у меня там каждый день может быть новый интересный кейс, так очень трудно, но сегодня я 4 кейса поделился, это с Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана. Вот Кыргызстан прям интересно, конечно. Вот могу рассказать про Кыргызстан. Вот мы запускали для одной фармпродукции компанию и смотрели, какой креатив лучше работает, или стандартный баннер работает, или наш нестандартный, мы называем его Rich Media, да, там 3D, где можно пальцем потереть и повзаимодействовать с этим, да. Такой вовлеченный, да, можно сказать. Да, совершенно правильно, вы вовлекаетесь и можете, как говорится, поиграться, повзаимодействовать с этим баннером. И мы посмотрели, что CTR или переходы, да, кликали в 7 раз больше вот этот нестандартный формат, чем вот этот вот стандартный формат. И вот, ну, вот это очень успешный кейс был, потому что вот мы показали клиенту, что это реально работает, нестандартные форматы, и нужно фокусироваться на этим. Потому что вот можем за тот же самый бюджет в 7 раз больше на сайт переходов сделать, чем стандартными форматами. Интересно, а что понравилось кыргызстанскому сегменту, кыргызстанской аудитории? Что там было нестандартное? Ну, сегодня после речи моей у меня не пришел ни один клиент, я уже и новых нашел, и застройщики проходили, и телекомы, и вот с Русланом тоже общаемся, Сбербанк, про проекты. Так это, наверное, у клиентов нужно спрашивать, что им понравилось. Так мы уже обсуждали сотрудничество. Так я думаю, если они ко мне проходили, значит, уже что-то зацепило их, да? То есть вы говорили, что уже запускали проекты на Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан. Вот мне интересно, на Кыргызстан что запускали? Можете вот подробно рассказать? Там, может быть, какой был текст или что там было? Ну, вот, например, другая компания, которую мы запускали, это Coca-Cola. Так мы запускали видео, это вот инстримы, прероллы, и другое видео запускали rewarded видео, это значит видео с вознаграждением по-русскому, если. Так вы, во-первых, берете свой телефон и вам выкидывают, хотите посмотреть рекламу и получить какой-то бонус с своим приложением. Так мы вас мотивируем, чтобы вы смотрели бы это видео. Так вот, очень тоже клиенту понравились результаты, потому что это хорошо. И клиент смотрит до конца всю рекламу, и сам пользователь, который вот видит рекламу, не за бесплатно смотрит ее рекламу, а за бонусы, да. Ну, там ему единицы на баланс или что-то подобное. Да, что-то подобное. И нам хорошо, потому что клиент доволен и не раздражает этот баннер. Ну, все, как говорится, выигрывают что-то с этой рекламы. Здорово. Ну, вот мы все с вами оказались в такой период, и пандемия нас очень многому научила. Да? А вот чему она научила вас вот в своей профессии? Может быть, что-то поменяли? На самом деле, как бы это ни звучало странно, но пандемия даже наоборот дала такой бустинг и толчок вперед, вверх, поскольку все поняли то, что начали закрываться офлайн точки и нужно срочно выходить в онлайн, и поэтому как раз таки период пандемии
для маркетологов, для маркетинга, для всех маркетинговых коммуникаций это просто было, скажем, реальным скачком вперед-вверх. И наоборот, пандемия никак не повлияла в отрицательную сторону, только в положительную. А что сделал вот Сбербанк? Вот пандемия, сразу что-то, какой-то, может быть, проект? Да, конечно, мы сразу же увеличили объем выпускаемых карт в онлайне и позволили юридическим лицам, то есть не приходить, не было уже нужды физически являться в наш филиал и, скажем, открывать ИП, либо ТО. Мы организовали сервис в приложении, где это можно сделать удаленно, не выходя из дома в течение 5 минут. То есть реально намного все проще и удобнее. Все для клиентов. Классно. И наверняка это сейчас еще до сих пор работает и будет работать. Конечно. Здорово. Наши банки тоже что-то подобное пытались сделать, и я видела, кто-то, по-моему, делал и делает. Будет тоже интересно посмотреть ваш опыт. Ну, наверняка вы во время пандемии каких-то особых изменений, так как вы работаете в сфере, ну, соответственно, какой-то определенной уже платформе, не было, да, или что-то было? Ну вот мы привыкли, как развиваем бизнес, очень часто путешествовать, так вот не могли попутешествовать и начали использовать различные инструменты для коммуникации с клиентами. Это видеозвонки, это различные скайпы для звонков, мессенджеры. А перед этим так много их не использовали и очень много выросли. И тоже вот в различных регионах там новых сотрудников. Как раз сейчас и в Киргизстане ищем поддержку, и кто помогает нам развивать бизнес. Так мы научились, что... Классно, вот прямо сейчас можем объявить вакансию. Да, совершенно правильно. Так, если люди заинтересованы работать в диджитал-сфере с инновационными технологиями, так мы как раз тоже набираем команду и в Киргизстане, потому что уже очень выросли. Здорово, писать вам. Да, конечно. Мы выучили, что все возможно, потому что нам тоже был стресс, что клиенты закрываются, не хотят рекламу, но мы только росли во время пандемии. Это был как хороший толчок поправить наши процессы и, как говорится, более эффективно работать с теми же самыми ресурсами, которые у нас есть. Здорово. Ну вот мы с вами заговорили о видео, и долгое время все говорили о том, что видеоконтент, за ним будущее. Да, вот все нужно ставить на ставки на видеоконтент. Вот этот тренд сейчас сохраняется или что-то поменялось? Я бы сказал, что да, он сохраняется, и даже более объемы и спрос на этот тренд все больше растет и растет. Яркий тому пример TikTok-платформа, то есть короткие видео стали еще намного популярнее благодаря выходу этой данной платформы. Поэтому, как бы это ни звучало, скажем, слишком сказочно и фантастически, но реально за видео будущее. И вот как говорил Руслан, когда они тестировали 2 вида разных баннеров, где был обычный, статичный, и Rich Media с взаимодействием. То есть это тоже взаимодействие, один из форматов видео, как это правильно понимаю, рекламы, поэтому она всегда дает лучшие результаты по рекламным показателям. Наверняка у Сбербанка есть свой ТикТок. Какие видео у вас набирают обороты? ТикТок у нас еще не так хорошо сильно прокачан, как и другие каналы, такие как ВКонтакте и Facebook, Instagram. Основные видосы у нас все в Фейсбуке, в Ютубе и в Инстаграме. Очень хорошо. Прям большое количество, миллионы просмотров у нас на YouTube-канале. А какого формата видео набирают? Больше всего набирают форматы информационный полезный контент. То, что нужно непосредственно людям. Здорово. Ну вот есть такое мнение, и все постоянно спорят, да, что маркетолог должен стремиться либо к постоянному повышению услуг, да, чтобы постоянно все заказывали услуги, товары, либо же наоборот к понижению цены, чтобы это было доступно для аудитории. Вот вы какому мнению разделяете? Мое личное мнение, так, ну, ты можешь купить дешево, но не купишь качество. Если ты хочешь качество, все равно должна быть цена. Не бывает такого, что бесплатно и очень хорошо. Так мы никогда не понижали цены в нашем бизнесе, программатик платформы.
так стараемся, чтобы больше дать, чтобы если клиент платит нам свои бюджеты маркетинга, чтобы ему давать еще больше, чтобы, как говорится по-английскому, exceed expectations, превысить ожидания, да, за те же самый бюджет, который он тратит там на Гугле, на Яндексе, там, MyTarget и так дальше, чтобы ему дать больше за тот же самый бюджет. Ну вот вы несколько дней находитесь буквально в Кыргызстане, да, еще до этого приезжали. Наверняка уже посмотрели, что тут есть, по крайней мере, в сфере медиа, и какие инструменты не используют у нас. Вот, может быть, что-то отметили для себя? Да, я вот, по крайней мере, сам заметил, и плюс еще общался с жителями Бишкека, которые меня окружали последние 2 дня. Как оказалось, что очень странно, у вас развит MyTarget, Одноклассники, но почему-то, к сожалению, и Инстаграм, но горячая реклама контекстная в Google поиске, в Яндекс поиске почему-то у вас не развита. К сожалению, я так и не понял пока что, с чем это связано. Говорят, что с менталитетом. Пока Абсолютно непонятно. верно, я с вами соглашусь, и с теми людьми, которые вам предоставили эту информацию. Контекстная реклама у нас не так часто пользуется, и не такие бюджеты туда вливаются. Если даже вливаются, нету выхлопа, соответственно, все ушли только в социальные сети. Вот у меня как раз-таки такой вопрос. Вот многие исследования отмечают, что вот был такой период, когда все ринулись в социальные сети, а сейчас все говорят о том, что все уходят в мессенджеры. Вы такую тенденцию отмечаете? Да, мы тоже видим, что очень, например, вот соседняя страна Узбекистан, так там основном публика в Телеграме, да, и там нету и рекламы, там, ну, только органические посты, да, ну, ты можешь привлечь, а так там в основном аудитория в Телеграме. Ну, это вот очень хороший пример, как вот люди уходят в мессенджеры. Ну, вот судя по вашим проектам, вы видите запросы от клиентов, что они просят больше что-то, какие-то интересные инструменты для там мессенджеров? Да, у нас очень часто просят, так мы и чат-боты делаем для клиентов, тоже на некоторых мессенджерах можем. Это, конечно, не Telegram, где нет вообще рекламы, а, например, Viber. Да, в некоторых странах, как там Украина, Беларусь, Россия, а вот мы постоянно общаемся с приложениями, они говорят, очень много у них трафика, и мы реально видим, что там люди очень часто используют. Так мы, как говорю, мы даже смеемся, что у каждого нашего бизнес-девелопера, который развивает бизнес, есть все мессенджеры в телефоне, потому что в Африке там WhatsApp, например, например, в Узбекистане Telegram, там в Украине Viber, да, а где-нибудь в Грузии Facebook, да, и по каждой стране мы выбираем самый популярный мессенджер, чтобы с клиентами общаться и поддерживать связь. То есть вы отмечаете, да, такую тенденцию? Да. От себя тоже скажу, то есть тенденцию отмечаю, но я бы сказал такую ремарку не как основной канал взаимодействия, касания с клиентом, как дополнительный в качестве уточнения. То есть если это как-то чат-бот, то возможность, допустим, мы реализовали как раз-таки переход в мессенджеры с анонсом нашего умного чат-бота Сабины, который позволяет пользователям Сбербанка открыть либо закрыть и карту дебетовую, либо провести какие-либо другие манипуляции, то есть напрямую общаясь только с чат-ботом. Тем самым это ускоряется процесс, да, и минимизируются контакты и шанс потери клиента, будь это сайт, либо соцсети, где на каждом шагу его преследует отвлекающий фактор в виде какой-либо другой рекламы, либо какого-то другого видео, которое может моментально его внимание отсечь, и мы можем его потерять. Вот если у вас оценить все каналы, да, с которыми вы работаете, вот какой канал и какой инструмент дает наибольший результат? На самом деле тут важно понять, о каком продукте идет речь, потому что на каждый банковский продукт, будь то кредиты, дебетовые карты, переводы в Россию, переводы за рубеж, скачивание приложения, в каждом из этих банковских продуктов есть свой какой-то основной качающий канал. Но если обобщить в целом по всем, то это непосредственно соцсети, конечно же, все абсолютно, и контекстная реклама. То есть контекст такой прям тоже превалирует. Да, соцсети и контекстная реклама. Здорово. Говоря о маркетинге, вы еще себя видите в этой сфере? Либо иногда говорят такое, что маркетологи – это профессия молодых. То есть, чтобы быть маркетологом, нужно быть там все время в тренде, нужно быть молодым. И
эта профессия там до 35? Ну, главное, я думаю, быть молодым в себя внутри, да, а тебе может быть и там и 40, и 50, как я вот вижу в Кыргызстане, у меня очень много партнеров, кому там и за 40 лет очень много, да. Конечно, маркетинг — это такая индустрия, где постоянно новинки, там Google что-то меняет, там TikTok, мессенджеры и так дальше. Так нужно, если хочешь самое эффективно запускать компанию, нужно всегда, как говорится, интересоваться продуктом, новыми тенденциями, что работает, что не работает, может, какие-то новые инструменты появляются и так дальше. Так я вот совершенно согласен, что нужно иметь... Быть все время в таком тонусе, постоянно заниматься самообразованием, посещать подобные мероприятия, да? Да, вот ходить, вот как сегодня был Digital Fest, и слушать спикеров, вот Сбербанк тоже интересную презентацию делал. Так нужно, как говорится, иногда общаться с людьми по цеху, как говорится, да, чтобы знать, что другие делают, и с друг друга, как говорится, учиться и двигаться вперед. Поделитесь с нами, где вы черпаете там информацию, как вы постоянно себя держите, так сказать, в информационном тонусе? Ну, у нас внутри очень много тренингов идут. У нас там даже есть такой звонок Product Academy, где мы общаемся насчет продукта, куда мы движемся, какой roadmap, что мы хотим сделать. И тоже есть такие, как говорится, секции, где мы тоже учимся, что другие продукты делают, как Google, например, TikTok, какие у них обновления, продукты, что мы можем с них поучиться, что у них нету, да, анализируем постоянно, потому что не можешь просто клиенту сказать, используй мой продукт, нужно ему объяснить свои плюсы, свои минусы, а мы часто честные, объясняем, что мы можем сделать, что не можем, потому что у нас клиенты, если приходят, то это, как говорится, на очень долго. Вот, например, в Киргизстане с Coca-Cola как начали работать, так до сих пор больше 2 лет работаем с Coca-Cola в Киргизстане, и, как говорится, у нас партнерство очень такое хорошее и рекомендуют нас. Так теперь во всем мире где-то 50 рынков, где мы работаем именно с Coca-Cola брендом. Здорово. Да. Руслан, может быть, у вас есть какие-то каналы, на которые вы подписаны, какие-то, я не знаю, социальные сети? Да, конечно. Частично даже, в принципе, полностью соглашусь с Русланом и дополню от себя, что также у нас в Сбере есть внутренние корпоративные тренинги по повышению квалификации наших сотрудников. Лично я, то есть, как, первое — это тренинги внутренние, второе — это подписан, да, на все новостные информационные паблики по всем каналам. И, то есть, стараюсь одним из первых, то есть, у меня на каждой группе, на каждом инстаграм-аккаунте стоит уведомление, то есть, и когда выходит какой-то новый пост, я получаю это одним из первых и стараюсь быстрее все прочитать и постараться внедрить. И третье — это Сбербанк, как премиальный партнер, получает одним из самых первых всю информацию еще до выхода его анонса в свет. Поэтому вот 3 канала. Классное преимущество. Конечно. Но говоря о том, у каждого маркетолога есть свои любимые инструменты. Вот какой инструмент вот прям ваш излюбленный? Это, конечно, Scheme Programmatic платформа. Я даже не сомневалась в ответе. Руслан, у вас, может быть, какой-то есть определенный? Да, мне, в принципе, нравятся все, но я испытываю такую особую любовь к контекстной рекламе, поскольку это было мое начало, я начинал с нее, далее уже охватывал все остальные инструменты рекламы, ну, я как бы остался неизменным своим истоком, и если спросить, что мне больше всего нравится, я бы ответил: контекстная реклама. Вот ее как раз-таки не хватает в Кыргызстане. Возможно, у вас просто не хватает квалифицированных специалистов, а не бывает такого, то, что реклама не заходит. Она всегда может зайти. Возможно, вам нужно почаще приезжать. Чаще приглашайте. Здорово. Ну, на такой прекрасной завершающей ноте я хочу еще вам оставить время, чтобы вы посмотрели Кыргызстан, посмотрели вечерний Бишкек. У нас есть тоже много чего интересного. Спасибо, что присоединились, побывали в нашей студии, приехали в Бишкек, прилетели, рассказали, поделились своими кейсами. Будем очень рады видеть вас еще раз. Вам спасибо за приглашение. Да, спасибо. Приезжайте к нам в гости в Литву тоже. Да, обязательно. Ну, вот на такой прекрасной ноте мы завершаем нашу программу. Я очень рада, что нам удалось стартовать этот сезон именно с вами. Вот тут, между 2 Русланами. И до скорых встреч. Смотрите наши следующие выпуски.